эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Какой должна быть современная библиотека? О первоочередных задачах и стратегических планах главной библиотеки республики мы сегодня будем говорить с гостем студии Галиной Ливерьевой, заведующей Центром управления библиотечным делом Национальной библиотеки республики. Галина Федосьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот и есть люди, которые могут спросить, вот зачем в век интернета тратить бюджетные средства на библиотеки? Вот что бы вы им ответили? Вот к этим вопросам библиотечное сообщество относится очень спокойно, поскольку мы прекрасно знаем, что библиотека меняла свою форму в течение тысячелетий. И она была, вот помните, глиняной таблицы, папирусные книги были. И она вот как по мере развития человечества, она меняла свою форму. И вот только бумажная книга печатная, она задержалась 5 веков. Поэтому люди очень привыкли к ней, уже как-то думать, что другого не было. Но сейчас вот мы попали как раз в то поколение, когда бумажная книга тоже начала менять свою форму и стала электронной. Поэтому мы считаем, что в библиотеке наряду с бумажными книгами должны быть и электронные документы, и электронные сетевые ресурсы, чтобы у человека был выбор читать бумажную книгу, печатную, либо электронную. И на самом-то деле вот эти вопросы, мнения, они немножко преувеличены. Было очень много исследований, которые говорят о том, что россияне пока еще любят читать бумажную книгу. И об этом свидетельствуют наши контрольные показатели по книговыдаче, по читателям. Люди пока еще читают. Но в основном, конечно, дело касается молодых, которые, уткнувшись в свои гаджеты, сотовые телефоны, читают информацию вот из экрана. Вот они, конечно же, меньше стали ходить в библиотеку. И поэтому сегодня библиотечное сообщество тоже должна меняться в соответствии с запросами и потребностями своих молодых читателей. И поэтому библиотеки должны быть сейчас очень современными, должна пройти определенная перезагрузка, чтобы мы были интересны вот нашим постоянным пользователям. Вот об этом вы на днях говорили на конференции, которая проходила в Улан-Удэ. Вот какие главные вопросы были в повестке обсуждения библиотек в регионах? Я должна сказать, что вот эта конференция была не случайной. Вообще вот национальные библиотеки субъектов Российской Федерации, они были созданы вот когда у нас была, когда такой был всплеск суверенитета регионов и республик. И вот тогда вот любая страна, любая республика, она создает свои национальные библиотеки. И эта библиотека, она в корне отличается от массовой публичной библиотеки, которую мы привыкли видеть в селах, в районах. Она имеет 3 очень важные функции. Первая функция, она собирает память своего народа, то есть собирает все то, что издано на этой территории, и о наших людях, о нашей территории в ближнем и дальнем зарубежье. Вот поэтому мы как бы становимся памятью, вот эти библиотеки национальные, они как бы память, которая позволяет нашим пользователям смотреть прошлое, настоящее, чтобы фиксировать будущее. И вторая, это вот то, что мы получаем по обязательному экземпляру документов, мы должны вести регистрацию. Учитывать и давать людям информацию, что вот такая книга вышла, вот такая статья вышла, вот такой автор, чтобы мы могли спустя 100 лет быстро найти им эту информацию. И третье, это когда мы собираем экстериорику, то есть что пишут о Якутии в зарубежных странах, какие наши авторы переводятся во всем мире и так далее. Вот эти 3 основные функции, остальные функции похожи на все библиотеки. И в основном на этой конференции Национальной библиотеки субъектов Федерации, традиции и стратегические инициативы, она была посвящена тому, что вот куда дальше должны развиваться эти национальные библиотеки, подвести какие-то определенные итоги вот этого более, около 30 лет мы уже развиваемся, да, обменяться опытом. И, конечно же, поскольку там были муниципальные библиотеки, разговор шел о национальном проекте «Культура» по созданию модельных библиотек, обсуждали проблемы, как должны измениться модельные библиотеки. В основном рассматривалась краеведческая деятельность и национальных библиотек, и муниципальных библиотек. Вот такой интересный был у нас поездка. Галина Федосьевна, а вот какие библиотечные традиции необходимо сохранить, а от каких все-таки уже отказаться? Вы знаете, вот традиция уже с начала прошлого века идет, это индивидуальная работа с читателями.
Потому что каждый человек, он же как бы не похож на других и очень хочет к себе внимания. Поэтому, может быть, он идет и в библиотеки. И вот раньше у нас была такая форма индивидуальной работы, когда библиотекарь мог ненавязчиво порекомендовать какую-то книгу. И когда книгу обратно приносит, то повести беседу о прочитанном. Вот как раз очень многие даже политики, писатели, они рассказывают, что библиотекарь с ними вел беседу о прочитанной книге. Но это другое дело, учителю рассказывать, а другое дело библиотекарям побеседовать. Вот эту традицию я, например, хотела бы оставить. И вообще вот раньше библиотека рассматривалась как место внешкольного образования, вот взрослых, самообразования. Поэтому вот сейчас, хотя мы и говорим информационное общество, мы уже приступаем к обществу знаний. Люди, обладающие многими знаниями, они более конкурентоспособны и более они как-то хорошо вписываются вот в все изменения реалии нашей современной. Если возвращаться к конференции, вот какие новые стратегические инициативы предлагают ваши коллеги из других регионов? Ну, мы, в общем-то, подумали, что Национальная библиотека, поскольку она имеет одинаковые родовые функции, у нас практически вот главные функции, они одинаковые, да? Кто-то лучше, в большей мере, кто-то в большей мере. Но мне вот, например, в библиотеках Бурятии понравилось то, что они очень сильно развивают волонтерство, волонтерские движения вот в помощь библиотечным инициативам. Создаются совместные проекты, создаются, значит, ну, какие-то такие очень хорошие инициативы, акции. Даже вот Тимуровец, есть вот такие у них акции, у них 23 таких объединений волонтерских. Вот это нам нужно у них перенять. И во-вторых, ну, мы знаем Байкал, там туристическая Мекка, сейчас все люди туда стремятся. Поэтому в этих библиотеках очень сильно развито вот туристическое направление. То есть библиотека становится многофункциональной, и даже вот эти функции туристические она берет на себя, поскольку вся информация об этом населенном пункте, вот о Байкале, накоплена в библиотеках. Поэтому они этим пользуются и предоставляют информацию о сакральных местах Бурятии и так далее. Вот практически каждая библиотека занимается этим направлением. Но у нас это направление есть, но оно не так сильно развито в Бурятии. Ну, в принципе, мы для работы тоже очень много взяли. Вы вот в начале беседы сказали о цифровых технологиях, о том, что много новых возможностей. Вот насколько активно это происходит в библиотечной среде и как это меняет библиотечную систему? Библиотечное сообщество знает, куда идти вот в этом направлении. Да? Раз это интернет, это цифровизация, мы должны быть все в одной сети. Вот должно быть сетевое развитие, и мы должны вот между друг другом через интернет-каналы обмениваться своими богатствами, то есть своими фондами, уникальными какими-то изданиями. Поэтому мы создаем общими усилиями некоторые информационные продукты. То есть сводный каталог библиотек Республики Саха-Якутия, электронный библиотек, национальной библиотеки, который мы хотим, чтобы он тоже был национальным и включал в себе не только книжные памятники, да, и печатную продукцию, копии печатных продукций, но и даже музейные и архивные документы. Вот это вот, и чтобы из этого портала, да, люди могли иметь представление о всех богатствах всех библиотек республики, то есть более крупных центральных библиотек. Вот сетевое развитие у нас идет уже еще вот с 2000 года. Но поскольку библиотеки всегда находятся на остаточном финансировании, не так быстро это развивается, как мы хотели бы, да? Но тем не менее, в общем-то, мы сейчас, вот раньше, в 30-е годы 20 века, индийский библиотековед Ранганатан говорил, что береги время читателя. Вот мы сейчас должны стараться сберечь время читателя, используя информационные технологии, расширяя ассортименты вот тоже на основе вот этих технологий. Вот поэтому нам очень нужны сейчас специалисты, специальные профессионалы, которые могли бы работать вот в этой среде, вот в этой информационной среде, которые могли бы обучать наших пользователей, читателей, которые могли бы сами создавать, могли бы вести блоги, веб-технологии и так далее. Поэтому на конференции, на резолюции конференции было принято решение о том, чтобы институты культуры и Министерство культуры, Минтруд, они подумали, чтобы расширить ассортимент основного персонала библиотек, чтобы там были вот эти веб-мастера, айтишники были, чтобы это направление более быстро развивалось. Потому что библиотекарям, конечно,
конечно, очень трудно переучиться и сразу стать айтишниками. Это сложно, но, конечно, есть способные люди. И потом мы еще говорили о том, что в нашу сферу должны прийти молодые специалисты. Люди, которые действительно совершенно родились в другое время, они больше понимают наших пользователей. Поэтому надо вот стимулировать, мотивировать приход в библиотеки вот более молодых специалистов. А вот как вы видите библиотеку, например, в следующем веке? Как, на ваш взгляд, она может быть Так, измениться? вы знаете, вот национальный проект «Культура» предусматривает создание вот муниципальных модельных библиотек. Это вот библиотека будущего. Почему это образец? Вот они нам предлагают сделать образец, который имеет очень хорошее пространство библиотечное, такое трансформируемое. Да? Это библиотека, которая имеет очень хорошие библиотечные фонды. 40% должны книги за последние 5 лет должны быть, да? Чтобы человек мог современную, свежую литературу читать. Кроме того, эта библиотека должна иметь доступ к очень большим сетевым ресурсам, как Национальная электронная библиотека России, как ресурсы президентской библиотеки имени Ельцина. Вот мы сейчас создаем сети вокруг нашей электронной библиотеки, национальной библиотеки. Вот, пожалуйста, пускай наши зрители зайдут и посмотрят. Там очень много сервисов. И они сами удивятся, что вот через электронную библиотеку мы можем очень много людям современных услуг предоставить. Деятельность в любой сфере познается в сравнении. Вот как национальная библиотека, на ваш взгляд, выглядит на фоне других библиотек страны? Вы знаете, вот наша самая сильная сторона, я должна сказать, мы, в общем-то, сохраняем языки. Так, вот национальный якутский язык и языки малочисленных народов Севера. И вот в этом плане у нас много сделано, и это вызвало, конечно, живой интерес. У нас даже есть печатный каталог книг на якутском языке до революционного периода. У нас вот есть такие очень сильные специалисты, которые, вот как Евдокия Павловна Гуляева, которая посвятила свою жизнь вот изучению якутской книги до революционного периода. И начиная с 1812 года она выявляла более 350 наименований. И это вышло в виде каталога и вызвало очень большой интерес не только вот наших коллег из Бурятии, но и из других регионов. И вот репертуар книг малочисленных народов Севера. Их же очень мало, этих книг, поэтому тоже это вызывает большой интерес. И эвены живут, ну вот наши малочисленные народы живут в 25 регионах. Галина Федосевна, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Мы говорили о состоянии и перспективах развития библиотек. Оставайтесь с нами.